Центре по профилактике и борьбе со СПИДом при кожно-венерологическом диспансере Абхазии на учете стоят и получают медикаменты около 500 человек. Среди них 11 ВИЧ-инфицированных детей. Главврач Нателла Тапурия, впрочем, как и весь коллектив СПИД-центра, с особым трепетом относится к этим детям. Недавно одну из нуждающихся семей своими силами собрали деньги на кроватку для новорожденного. Кто-то из медработников подарил свою коляску. Компания «Аквафон» неоднократно оказывала финансовую помощь центру и в свой 15-й день рождения выделила 200 тысяч рублей на адресную помощь для детей с вирусом иммунодефицита. Хочется вспомнить на Новый год, это получается 2017-2018 год, Аквафон выделил деткам, именно детям подарки на Новый год. Мы купили деткам планшеты. Вы не представляете, я сейчас говорю, и у меня прям эмоции зашкаливают, когда я деткам преподносила, говорила, что вот у нас поселился Дед Мороз в Аквафоне, он вам передает эти подарки. И вот эти глаза детей, не могу. Это очень эмоционально, они очень сильно радовались, потому что это действительно нуждающиеся семьи. Когда ты понимаешь, что твой ребенок ВИЧ-инфицирован, и его судьба, сколько лет он проживет, как проживет, родители не знают. И когда вот такая малая помощь от нас идет, это очень значимо для семей наших деток. Это, наверное, не мне решать. Может, кому-то нужен праздник, а кому-то в семье нужно купить вещи. Это я не могу решать. Моим детям, вот то, что моим детям, я их так называю, потому что это действительно мои дети, потому что я их вижу каждый день, я знаю их проблемы. Иногда бывает, когда нужна лекарственная помощь, и то не всегда у родителей бывает возможность купить. Поэтому каждому свое. Офтальмологическое оборудование стоимостью 100 тысяч рублей для лечения и профилактики детских заболеваний появится благодаря компании «Аквафон» в Сухумской городской больнице. Ввиду того, что процентность заболеваемости у детей школьного возраста высока, и в Абхазии не хватает у нас оборудования для профилактики и лечения физиооборудования, мы обратились в «Аквафон» с просьбой. И они нам выделили средства, на которые мы хотим закупить физиотерапевтическое офтальмологическое оборудование для детей. Это оборудование помогает в профилактике и лечении рефракционных заболеваний глаз у детей. 100 тысяч рублей компания «Аквафон» также выделяет на покупку оборудования в отделении хирургии. Хочу поздравить их с 15-летием, с юбилеем. Спасибо, поблагодарить их не только за сегодняшние, за все их добрые дела. А так отдельно хочу сказать спасибо. Мы обратились к ним за помощью по приобретению аппарата, необходимого нам в хирургии. Они оказали нам помощь в денежном средстве в размере 100 тысяч. Мы сейчас будем искать, приобретать этот аппарат. Хотелось бы поздравить «Аквафон» с предстоящим юбилейным праздником. Это организация очень уважаемая. И, естественно, мы приветствуем такой благородный поступок, оказание гуманитарной помощи. А что касается оборудования, то оборудования очень много надо. Один из аппаратов, который в хирургии требуется, как я слышал, они намерены приобрести нам, за что мы благодарны. Это единственная в Абхазии детская операционная. Со всей страны детей с необходимостью экстренного или планового хирургического вмешательства везут сюда, в Республиканскую детскую больницу. Компания «Аквафон» неоднократно оказывала помощь учреждению. На деньги мобильного оператора отремонтировали детскую реанимацию и приемный покой. В честь своего 15-летия самый щедрый и, пожалуй, самый нужный подарок – 1 миллион рублей «Аквафон» выделяет на ремонт операционного блока. Хотел бы сказать, что очень им благодарен, что есть неравнодушные к нашим детям, детскому населению Республики Абхазия. Огромное спасибо за их помощь. Мы решили совместно, они обратились с тем, что готовы пожертвовать крупную сумму на детскую больницу, и мы у себя решили для того, чтобы эти деньги потратить на ремонт операционного зала. Хотелось бы сказать, что это единственное хирургическое отделение в республике. Больше нигде нет хирургического отделения. И, естественно, операционный блок, который не ремонтировался уже 25 как минимум лет.
нуждается в ремонте. Конкретно на эту сумму, вот это операционный зал, у которого мы чистая операционная, полностью произвести замену плитки, кафеля, замену окон, дверей, потолок, как нужно, освещение и так далее. К сожалению, не хватит, наверное, на приобретение оборудования, то есть это нового операционного стола и операционной лампы и новых инструментариев, но на капитальный ремонт этих средств будет достаточно. Обычно свой день рождения компания «Аквафон» отмечала весело и с размахом. Многие помнят концерты российских звезд, пляжные вечеринки и щедрые розыгрыши. Свое 15-летие компания «Аквафон» решила отпраздновать иначе. Руководством компании было принято решение немного отстраниться увеселительно-развлекательных проектов, акций, концертов, вечеринок и так далее. И решил сосредоточиться на проблемах в сфере здравоохранения внутри республики. Поэтому мы здраво оценили все проблемные места медучреждений и выбрали 4 медучреждения, которым было решено помочь в этом году. Мы очень надеемся и верим в то, что наши абоненты поймут и с радостью эту новость примут, потому что именно благодаря нашим дорогим абонентам мы можем такие суммы и эти деньги выделять на подобные акции и делать, наверное, людям добро. За эти 15 лет каждому абоненту мы говорим большое спасибо. Филантропия и благотворительность – это современные мировые тренды, которые все больше и больше набирают обороты в Абхазии. Компания «Аквафон» на протяжении всех 15 лет находилась в авангарде этого движения, инициируя и поддерживая социально значимые проекты. Отказом от масштабных мероприятий в пользу помощи медицинским учреждениям первый мобильный оператор Абхазии проявляет заботу о самом важном в стране – жизни и здоровье граждан. Надежда Боровикова, Сесрыку Агуха, Абаза ТВ.